Не отобрали бы у нас Крым и Донбасс. Могли бы мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Мы сидели бы в такой же жопе. Очень трудно как-то классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта. Мы часто воспринимаем какие-то вещи, что это очень плохо. А на самом деле, потом, по прошествии времени, мы видим, что именно в этом был единственный выход. И это было хорошо. В перспективе хорошо. Хотя, может быть, сейчас нам кажется, что это очень херово. Ну, просто... И поэтому я просто хочу продолжить, что на самом деле они же все время дают в штангу. Каждое движение, но это фактически цуксванг. Все, что они делают. И в итоге, кому мы обязаны вот незалежностью и всем вот этим 4 года и взлетом национального сознания, вот этим вот Томасами всем мы обязаны только одному человеку, Путину. Не нам, а Путину. Он все это замутил. Если бы он это все не замутил, ну вот, если бы он был бы человеком каким-то умным. Вот у нас революция, допустим, Янек сбежал. Он бы сказал: какие вы замечательные наши братья, вы прогнали этого коррупционера, вот вам деньги на развитие, все. Элита была бы разложена тут же. Вот. Мы стали бы тут же прекрасной большой областью этого Казахстана. Почему он аннексировал Крым? Что это было? Ну, это кацапская жадность, и не от большого ума это все делается. Тут почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие, значит, мудрые люди, они все просчитывают, а они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг – это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок. Именно поэтому у меня есть очень сильное убеждение, что все идет так, как нужно.